Вот сейчас мы стоим на месте, где мы точно знаем, был похоронен величайший дагестанский ученый Али Аль-Кабир. Он Аль-Хаджи, говорят у нас на лакском языке. Это человек, который является автором знаменитого труда Мухтасар, который изучает уже в течение 500 лет во всех медресах Дагестана и Чечни. И на сегодняшний день тоже этот труд изучается. Вот это место, вот это сзади, которое мы видим, вот это, сейчас она ферма, да, остаток от фермы. Али Каяев, очевидец этого, когда он видел, когда здесь был зиярат его, здесь был его зиярат, люди посещали, и видел, как они этот зиярат разрушили, он рассказывает, что его, говорит, могилу и зиярат, который был, разрушили, говорит, его камень сломали на две части и поставили стену фермы со стороны базара. Вот эта сторона как раз является сторона базара, рынка. Вот, и поэтому мы уверенно предполагаем, что именно в этом месте находится его могила тоже. И еще одно дополнение к этому, то, что вот Ильяс Каяев тоже подтвердит, то, что Али Каяев пишет. У нас ханских кладбищ было две, да, известные. На самом деле их было три. Вот Семир-Дер Хаттал, который мы видели, этот Шамхала, где похоронен, это первое кладбище. Он пишет, когда это, говорит, кладбище наполнилось, потомков ханов начали хоронить, где у нас мечеть есть, которые исправили сейчас, где у нас ханская мечеть есть там. Но, говорит, Мухаммад хан, это уже Мухаммад хан, кто такой, что коротко сказать, это величайший правитель наш, который был и алимом, и ученым был, и богобоязненным человеком был, и мудрым человеком был. Это сын Сурхан хана первого, Чолов Сурхана, и точно так же отец Сурхана Кунбутта, который Сурхан хана второго. Вот он во сне увидел, что Али Аль-Кабир ему говорит, во сне увидел, он говорит, скоро, говорит, мы встретимся. Вот этот знак для него был. Он через некоторое время он уже тяжело заболел и перед смертью завещал, чтобы его похоронили рядом с Али Аль-Кабиром. То есть Мухаммад хан, сын Сурхан хана, отец Сурхан хана второго, Кунбутты, тоже похоронен здесь. Потом здесь еще похоронен сын Мухаммад хана Шахи Мардан хан. Здесь похоронен еще тоже известный в истории, да, личность, которая уже первый правитель Лаки был, который стал на царскую сторону царской России, это Осман хан. И вот так, говорят, они потом загородили большое место вот здесь, и третье кладбище, оно было вот здесь, ханское тоже. Поэтому здесь у нас похоронен величайший ученый, алим, любимец Аллаха, Али Аль-Кабир, правитель наш лакский, это Мухаммад хан, и его сыновья и внуки, вот это кладбище, которое. Вот они что сделали с этим кладбищем. Поэтому... Еще одно дополнение скажу. Рядом с Али Аль-Кабиром был похоронен его же современник, величайший шейх Мухаммад Умуки. Его работа тоже есть, тоже известный человек. Так что это было знаменитое кладбище. Это надо его как-то восстановить. Вот что я хотел тоже отметить в заключение, что хочется. Сперва мы понимаем важность, какие здесь люди похоронены. А даже с точки зрения шариата, если посмотреть, простой мусульманин просто похоронен, он лежит, нельзя на его могилу что-то делать, нельзя эти могилы ломать. Вот то, что мы слышим, что половина кумуха находится на могилах, да, она на могилах находится, правда, но на могилах построили, разрушали эти могилы, кто это? Это делали большевики, безбожники. Понимаете, да? Поэтому зачем нам уподобляться этим безбожникам, ломать и портить могилы? Нельзя по шариату делать. Тем более вот этот участок мы можем вернуть одним росчерком пера обратно же использование для кладбища. По шариату 100-200 лет, когда проходит, гниение костей полное происходит, на этом же месте можно дополнительно других людей тоже хоронить. Это было кладбище. Если на то пошло даже по федеральному закону, 33-я статья, там, где обнаружились могилы, скрылись могилы, ничего строить нельзя. Поэтому я хочу обратиться к властным структурам, у кого есть возможность. Мы обращались тоже, мы хорошие отклики тоже увидели, понимание тоже есть, но нужно это уже как-то быстро делать. Нельзя это место раздавать людям и строить здесь дома или еще что-то. А я обращаюсь, говорю людям, которые кто-то здесь уже, я слышал, хотел купить что-то здесь планировал строить. Откажитесь от этой мысли. Оставьте... Не берите грех на душу. Оставьте мертвых, да, это место оставьте мертвым. Делают это мирское, зачем беспокоить мертвых? Это же запрещенная вещь. Ладно, зачем уподобляться этим коммунистам, атеистам, безбожникам? И говоря, ссылаясь на них, что они это делали, зачем нам это делать? И перед Аллахом как мы будем отвечать? Это харам, запрещено. Вот могила, если его копать, кости там трогать, запрещено.
И со всех этих, самое мне хочется отметить, что мы имеем сегодня возможность вот эту территорию всю вернуть в кладбище, не сделать так, вот люди одни не понимают. Мы не просим территорию фермы дать под кладбище, мы говорим, верните справедливость, мы говорим, верните кладбище в кладбище. В кладбище, да. И отдайте мусульманам. Потому что здесь, это же мусульмане здесь похоронены. Если мы, более того, я скажу, вот недавно хорошее мероприятие было, Хулинское, это восстановление кладбища было. А как получается, мы то восстанавливаем, а с могил своих предков ворошим и рушим. Мы видим же, вот где вот это раскапано было, эта территория, и кости там, и черепа там торчат. Сейчас мы наблюдаем один вход в подземную систему водопровода. Она расположена возле Шамхайского кладбища, вот современное кладбище селения Кумух, Шамхайское кладбище. И еще неподалеку от этого входа есть еще один вход. Мы сейчас к нему пройдем. Мы сейчас находимся над входом в древнюю систему подземного водопровода, как называем Каризм. Это уникальная система. В Дагестане она встречается, на сегодняшний день, по крайней мере, известна только в Кумухе, больше нигде нет. Да. В Дербенте, да, я слышал, что есть, но я ее не видел. Вот сегодня нам известно, что есть несколько входов в эту систему. Они в свое время чистились, очищая систему, поддерживают в нормальном работоспособном состоянии. И она снабжала водой, питьевой водой кумухцев. Есть несколько источников в Кумухе, которым люди пользовались в свое время. Сейчас некоторые из них не функционируют, потому что система, видимо, нарушена. Скорее всего, это и есть основная причина, почему там нет воды в этих источниках. Ну, ее нужно изучать, это однозначно, потому что она уникальна, имеет важное историческое значение. Это уникальный памятник истории, архитектуры, построенный еще персами. Ну и важный факт, который нельзя не учитывать, то что система проходит под строением селения Кумух, и какие-то пустоты, над которыми могут быть построены сооружения современные, могут быть неприятные негативные последствия. То есть могут быть обрушения, могут быть повреждения какие-то. Ну и не дай Бог, конечно, для Аллаха это жертва. На сегодняшний день, в соответствии с законодательством Российской Федерации, это федеральный закон номер 73, статья 34.1, от границ территории объектов культурного наследия, а если они неизвестны, то если они не установлены, то от внешних стен объекта культурного наследия устанавливается ограничение, так называемая защитная зона, в пределах которой запрещается любое капитальное строительство за исключением проведения строительства линейных объектов, таких как, допустим, водопровод и так далее. То есть вот от этих стен, которые нам сегодня известны, которые мы сегодня можем наблюдать, 100 метров во все стороны строительство запрещено, соответственно, законодательством.